В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Подведены итоги конкурса на гранты главы республики. В этом году из 364 заявок конкурсный отбор прошли 90 проектов. Поддержку получил каждый четвертый. Общая сумма грантовой поддержки – более 87 миллионов рублей. По направлению поддержка проектов, направленных на популяризацию государственных и официальных языков республики, было направлено 4,5 миллиона рублей. Из 9 проектов поддержку получили 3. И одним из победителей стал проект «Приложение по изучению якутского языка». Что это за приложение и кому оно адресовано, расскажет гостья студии, проектный менеджер приложения «Сахалы» Лилия Бечигин. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, вначале хотелось бы спросить, как зародилась ваша идея по созданию этого проекта? Я вообще сама работаю в IT-парке. В данный момент нахожусь в отпуске по уходу. И бывало такое, что к нам в IT-парк приезжали гости, часто на самом деле приезжают, и я проводила экскурсии. И один раз гости с разных городов нашей страны приехали, прошлись по всем нашим этажам, проектам и спросили, а есть ли у вас какие-то проекты, которые поддерживают вашу культуру, вашу самобытность и ваш язык? И, к сожалению, на тот момент мне не нашлось, что ответить. И эта идея как-то запала мне в голову. Я даже вечером пришла домой, принесла ее домой, рассказала мужу. Мы попробовали поискать что-то, есть ли действительно какие-то приложения по изучению языку, потому что, казалось бы, идея на самом деле на поверхности. Да? Нашли там словари, нашли клавиатуру, нашли какие-то переводчики, но именно приложения по изучению языку, как оказалось, не было. Где-то месяц, может быть, с лишним мы думали. И в конце концов подумали, почему бы и нет, у нас вроде бы как есть все ресурсы, то есть муж мой, он больше отвечает за сообщество языковых специалистов, да, лингвистов, языковых патриотов, общественников, очень много знакомых у него, а я больше за техническую сторону, то есть работая в IT-парке, я уже примерно знала, кто как разрабатывает, кто какие приложения делает, и кому можно обратиться с таким техзаданием. Это действительно идея лежала просто на поверхности, не надо было долго сидеть и думать, а можно черпать что-то из своей личной жизни, на примерах жизни. А что насчет гранта? Вы же выиграли грант. Как вам помог реализовать грант данный проект? Вообще у нас изначально идея была в том, чтобы приложение было бесплатным. То есть этот проект социальный, мы не задумывали его как бизнес, потому что считаем, что якутский язык, сахатыла, да, должен быть доступен каждому, и каждый, кто хочет, должен иметь возможность его изучать. Поэтому встал вопрос поиска финансов. До гранта главы мы пробовали участвовать в других грантах, пробовали даже участвовать в краудфандинг-кампании. Это когда люди, да, сами скидываются на проект по своему желанию, могут внести любую абсолютно сумму для того, чтобы поддержать проект. И параллельно, получается, в начале этого года мы стали писать заявку на грант главы. Эта идея тоже у нас была изначально, так как не так уж много способов найти финансирование для социального проекта. О грантах главы мы давно были наслышаны. У меня даже есть знакомые ребята, кто участвовал и успешно проводил проекты благодаря финансированию гранта. А из каких частей состоит весь процесс участия от идеи, да, которую вы придумали, до реализации самого проекта? Насколько это сложно? Что касается заполнения заявки гранта, там есть определенные нюансы. Мы, конечно, обращались к опытным людям, обращались к нашему ресурсному центру для того, чтобы получить консультации. Нам помогали, честно, нам помогали, и мы очень благодарны людям, которые нам помогли. Много таких технических нюансов, да, в том плане, чтобы статус организации соответствовал, устав соответствовал, есть такие моменты. В целом, я думаю, что заявку мы написали, как показали результаты, да, полноценно, и сами очень обрадовались, потому что до последнего были сомнения, что вдруг что-то не так, вдруг что-то мы не дозаполнили, что-то не донесли. Но, к счастью, в мае этого года узнали, что наш проект выиграл. И уже 1 июня мы, честно говоря, были на низком старте. Мы были уже все готовы, у нас вся команда заряжена.
ждали только финансирования. И 1 июня мы сразу же приступили к реализации проекта. Так, а сколько вообще всего заняло времени вот от задумки и до написания гранта и получения денег? Если вы их получили в июне, то когда все началось, закрутилось? Получается год. Да, с момента вот, возникновения идеи прошел ровно год. То есть мы год, ну, грубо говоря, просто вот ходили, искали финансирование, вынашивали эту идею, ну, то есть дорабатывали примерно уже какую-то концепцию, прорабатывали, какое-то видение. Вот. Ну и получается, до момента наступления реализации прошел ровно год. Но хочется еще также спросить подробнее про ваше приложение. На кого оно рассчитано? Угу. Приложение у нас, вообще вся разработка разделена на 3 этапа. Сейчас вот конкретно мы реализуем первый этап. Это этап для взрослых и детей от 8 лет начинающего уровня. Второй этап, это будет уже, скорее всего, следующий год, продолжающие. Вот. И третий этап для самых маленьких от 3 до 7 лет. Это разработанные специальные уроки по изучению якутского языка? Да, у нас в команде работают методисты, лингвисты, есть также коллеги консультантов, которые, вот, получается, проектируют, прорабатывают методику. И на данный момент у нас уже все уроки готовы, 87 уроков, и у каждого урока будет примерно от 50 до 100 заданий. Вот, то есть методика сейчас уже готова. На данный момент у нас идет разработка техническая. Мы ждем, когда закончится вот эта техническая работа, чтобы загрузить все уроки в приложение, и ждем сами с нетерпением выхода нашего продукта. Ну, то есть вы подготовили достаточно обширную образовательную программу. Это первоначальный уровень, да, который включает в себя 87 уроков, в которых до 50 заданий, ну, это большой объем. А может ли изучить с помощью вот этих заданий, например, язык человек, который не проживает в нашем регионе, а за пределами? Конечно, может. Вот преимущество вообще всех инновационных технологических проектов — это доступность во всем мире. И в том числе мы рассчитывали на таких людей, да, например, на наших земляков, которые проживают за пределами республики. Да. Мы знаем, что у них есть такая боль, что там они хотят детей своих обучить языку, например, или сами поддерживать какую-то практику. Да. Вот, конечно же, с любой точки мира можно скачать приложение, установить и заниматься. И еще вот я скажу про первый этап, то, что он для начинающих. Там будет обучение с русского языка, то есть объясняется все на русском языке, обучение якутскому. А этап для продолжающих, он уже будет на якутском языке, ну, посложнее. Вот. А если в планах у человека, который изучает якутский язык, допустим, не из России, а из Китая, например? Мы планируем, конечно же, если все пойдет хорошо, перевести приложение на английский язык, чтобы якутский язык можно было изучать с английского. Ну, то есть это важно, да? Я считаю, что поддерживать наш родной язык нужно не только внутри республики, но и привлекать к этому людей из-за рубежа и других национальностей, потому что интерес есть все равно. Ну вот знаете, наверное, что у нас есть и граждане Турции, да, которые изучают якутский язык и вполне успешно. Вот, поэтому на английский язык перевести в планах у нас есть. Это очень хорошие планы и достаточно перспективные. Но вы уже немного упомянули о команде, которая помогала вам разработать это приложение. Давайте подробнее про них расскажем. Кто был задействован в разработке? Значит, авторы проекта — это я и мой муж, Нюргун Бечиген, я. Вот. И первым делом мы начали искать методистов. Это у нас Марианна Макаровна-Федорова. Она, получается, у нас главный методист, которая собрала тоже под собой команду, и они вместе разработали методику. Также у нас есть продакт-менеджер. Это человек, который отвечает за продукт с точки зрения пользователя. Яна Колодезникова ее зовут. Она отвечает за то, чтобы человеку было приятно находиться в нашем приложении, чтобы были доступны все тексты, картинки были приятные, чтобы человек мог там проводить время. Вот. Также есть у нас UX-писатель Яна Прудецкая. Это человек, который отвечает за тексты. То есть это все тоже очень важно, такой психологический аспект, можно сказать, да, чтобы человеку приятно было учиться. Вот. И еще, кстати, фишки приложения. У нас там внутри приложения будет рейтинговая система.
Это должно простимулировать учащихся учиться больше и дольше. Вот, то есть они между собой еще будут соревноваться в процессе обучения. Это даже как какая-то социальная сеть получается, да? Я могу видеть достижения своих знакомых, грубо говоря. Да, это называется геймификация, такой игровой элемент, чтобы человеку было интересно и чтобы он не забрасывал уроки. Но вы очень хорошо действительно продумали все от начинки, грубо говоря, до обертки, чтобы приятно было пользоваться. Вы уже рассказали про свои планы выхода, да, на такой мировой уровень. Может быть, есть что-то у вас в планах, о чем мы не рассказали, не упомянули? Мы вообще ждем очень сами выхода приложения. У нас запланирован релиз на 19 декабря. Вот-вот буквально, да. И на самом деле вот хочется самим посмотреть продукт, оценить его, потому что мы сами еще в руках его не держали, не видели, да, и после этого уже накидывать какие-то глобальные планы, а так вот, на мой взгляд, вот согласно тому, что у нас есть, возможностям разработки, которые у нас уже есть, мы можем туда, в принципе, добавлять и другие языки. Потому что у нас там будет авторская такая админ-панель, тоже приоткрою завесу тайны, да, панель администратора, через которую мы сами можем добавлять любые уроки, любую теорию, любые задания. То есть нам не нужно постоянно обращаться к разработчикам для того, чтобы они все это внедряли. Мы можем делать это сами. Так, 19 декабря вы планируете презентовать, да, первый этап своего приложения, а второй этап когда планируется? У второго этапа тот же самый вопрос финансирования сейчас стоит. Да, как только найдется финансирование, поддержка, да, мы приступим к работе второго этапа. Ну и приложение предполагается скачивать бесплатно? Да. И все, что там встроенных покупок, никаких не предполагается? На данном этапе нет. Да, все обучение полностью будет бесплатным. Здорово, это очень хорошее приложение. Лилия, спасибо вам большое за такую идею, за ее реализацию. Желаем вам дальнейших успехов и выхода на мировой уровень. Спасибо большое. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.